Строительство и реконструкция аэропортов Дальнего Востока будет на контроле правительства страны, а также глав регионов. По словам полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, для этого даже создадут специальный сайт. Все тонкости процедуры узнавал Дмитрий Тымыров. Сегодня по поручению президента страны Владимира Путина разработана целая комплексная программа, в рамках которого на территории Дальнего Востока будут построены 40 объектов наземной и авиационной инфраструктуры. Как отметил Юрий Трутнев в своем выступлении перед губернаторами регионов Дальнего Востока, для контроля над данной программой будет создан специальный сайт, который будет доступен не только для Росавиации. Мы сейчас дадим поручение Росавиации разработать электронный сервис, в рамках которого мониторинг за строительством объектов можно будет вести в онлайне, чтобы эта информация была доступна не только Росавиации, чтобы она была доступна нам, Минвостоку, регионам, для того, чтобы мы могли вместе сверять и не затягивали этот вопрос, а сразу, как только возникает отставание по объекту, на это реагировать. Также полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что заказами для строительства наземной инфраструктуры для авиационной техники должны заняться непосредственно сами регионы, а не Росавиация. Этот вопрос он будет поднимать уже на федеральном уровне. Что все-таки заказывать объекты, в том числе и связанные с наземной инфраструктурой для авиации, должны регионы. Надо передать им эти расходные полномочия вместе с деньгами, и чтобы они сами этим занимались. Мне кажется, что это будет наиболее эффективно. Что касается поддержки субсидирования местных авиаперевозок, то здесь федеральный министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов отметил, что субсидирование авиаперевозок увеличено. Только за этот год было перевезено более 1 миллиона 200 тысяч человек. И эта цифра должна быть сохранена и в последующие годы. Наша задача вместе с коллегами из Минтранса, Росавиацией, авиакомпаниями обеспечить следующее, чтобы эти объемы не снижались. Мы сегодня видим, что между региональными перевозками сумма сохранена. Большая работа еще предстоит для того, чтобы получить дополнительное финансирование для полетов в Москву. Что касается Якутии, то глава региона Исай Николаев отметил, что субсидирование авиаперевозок между дальневосточными городами будет продолжено и в дальнейшем. Здесь не будет никаких изменений. А вот вопросы реконструкции аэродромов сегодня в республике стоят на особом контроле. Конечно, сейчас очень много зависит от работы подрядчиков, от работы аэропортов севера, от заказчиков Росавиации. Ну и, конечно, региональная власть. Мы никоим образом не должны стоять в стороне и будем делать все, чтобы в установленные сроки реконструкция аэропортов, наших северных аэропортов, аэропортов Нерингри, Мирного, других районов центральной Якутии была в срок завершена. Сегодня имеется проблема по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска, которые возникли из-за неправильных технических решений, допущенных в 2014-2015 годах. Из-за этого эти работы перенесены на 2022 год. В целом же все вопросы касаемо поддержки авиаперевозок как внутри регионов Дальнего Востока, как и из Дальнего Востока, в будущем будут рассмотрены уже на федеральном уровне. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск.